والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Следующий хадис от Абу Аюба аль-Ансари радийаллаху та'аля сказано, сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям: «Ман каля ла иляха илляллах вахдаху ла шарика лах, лахул мульку ва лахул хамду ва хува аля кулли шейин кадир 10 маррат, кана каман а'така арба'ата анфус мин валади Исмаил». Пророк алейхиссалату вассалям сказал: кто скажет ля иляха илляллах вахдаху ла шарика лах, лахул мульку ва лахул хамду ва хува аля кулли шейин кадир, нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, единого, у которого нет сотоварищей. Ему принадлежит вся власть, ему принадлежит вся хвала, и он над каждой вещью мощен. Скажет эти слова 10 раз, то будет подобен человеку, который освободил из сынов Исмаиля, из потомков Исмаиля 4 человек, 4 раба из потомков Исмаиля. Хадис, который говорит автор муттафакун алейх, то есть приводится он у обоих имамов, имама Бухари и имама Муслима. Итак, этот хадис о достоинстве зикра, о достоинстве поминания Аллаха субхану ва тааля. Но не вообще поминание Аллаха субхану ва тааля, а о достоинстве конкретных слов, которые приводятся здесь, конкретных слов зикра. Кто скажет эти слова, но вспоминайте, что мы говорили на прошлых занятиях, не просто скажет их языком 10 раз, а скажет их от сердца, поминая Аллаха сердцем и осознавая смысл этих слов, вот тому будет такая великая награда. Представьте, что значит освободить раба. Освобождение раба из величайших праведных деяний на самом деле. Преодоление препятствия акаба, как это сказано в Коране. Факку ракаба, освобождение раба. Потому что частью имущества раньше, сейчас этого нет, но раньше были рабы. Раб, что такое раб? Это ценнейшее имущество человека. Хорошо? Потому что это работник, потому что это помощник, которым человек владеет. То есть, значит, он не уйдет куда-то, не оставит работу, не оставит его дом, не оставит помощи ему. Дорогое имущество. Освободить раба, поэтому это из самых благих деяний. А если освободил не одного, а 4 сразу. А если освободил не просто рабов, а из потомков Исмаиля, алейхиссалам, представьте себе величие этого деяния. Сказать 10 раз ля иляха илляллах вахдаху ла шарика лах, лахул мульку ва лахул хамду ва хува аля кулли шейин кадир. Лахул мульку ва лахул хамду ва хува аля кулли шейин кадир. Ва хува аля кулли шейин кадир. Он над каждой вещью мощен. Аля кулли шей. Это очень важные слова. Почему кулли шей? Не просто сказано кадир. Хорошо, Аллах могущественный. Сказано аля кулли шейин кадир. Над каждой вещью мощен. То есть нет ничего, что может быть не по силам Всевышнего Аллаха. Ничто не может обессилить Всевышнего Аллаха. Да бывает у кого-то кудра. Кадир, от этого слова происходит, что связано слово кудра, то есть могущество, способность. Бывает способность, бывает могущество. Кудра у кого-то. Но при этом это что? Может быть ограниченная кудра. При этом кудра, при этом могуществе может быть что? Слабость. Может быть слабость. Но Аллах субхану ва тааля нет. Аля кулли шейин кадир. Над каждой вещью мощен. Над всем мощен. Аллах субхану ва тааля, его могущество безгранично. Он всемогущий. Аллах субхану ва тааля говорит: «Ма кана Аллаху лиюджаза мин шейин фис самавати ва ла фил ард. Иннаху кана алиман кадира». Ни одна вещь в небесах и на земле не может быть не по силам Аллаху. Иннаху кана алиман кадира, поистине Он знающий, могущественный. Почему в конце сказано иннаху кана алиман кадира? Почему сказано, что у него есть знание и у него есть кудра? Потому что аджз, любая неспособность сделать что-то, она вытекает из 2 вещей. Из каких? Неспособность, аджз, слабость, бессилие вытекает из 2 вещей. Либо отсутствие знания, либо отсутствие чего? Сил, кудра, могущества. Либо и того, и другого.
Поэтому сказано, «Инна кана алиман кадира», поистине он знающий, могущественный. Например, вот этот диктофон или этот телефон. Я скажу вам, сделайте мне вот такой вот телефон, смастерите мне такой телефон. Или такой диктофон. Человек не сделает его, если он не знает, как это делать. Хорошо? Он может не сделать это, имея знания. Почему? Потому что он не будет на это способности, силы. Почему? Может быть, он будет парализованным или еще что-то. Он не сможет это сделать. А в сочетании этих две вещи они дают возможность что? Сделать это. Итак, аджз, бессилие, итог его это что? Отсутствие либо того, либо другого. Аллах субхану ва тааля, он алим кадир. Он знающий и он могущественный. Аллах субхану ва тааля может создать из ничего. Аллах субхану ва тааля может все это мироздание, все эти небеса и земли, все творения, любые творения обратить в небытие. Хорошо? Аллах может из небытия сделать бытие. И то, что в бытии уже, то, что есть, обратить обратно в небытие. Нет никаких преград для могущества Аллаха субхану ва тааля. Итак, Аллах аля кулли шейин кадир, Аллах всемогущий. Все, что есть, Аллах может сделать это несуществующим, и все, что отсутствует, Аллах субхану ва тааля может сделать это существующим. Рассказывают, что шейтан захотел испытать свое войско, своих приспешников. Захотел их испытать, они спросили его, то есть его приспешники, войско шейтана спросили его, они сказали, почему мы, когда умирает человек абид, то есть который поклоняется Аллаху субхану ва тааля, человек праведный, мы не видим, чтобы ты так радовался той радостью, которой ты радуешься, когда умирает обладатель знания, человек знающий. Так спросили шейтана его войско. То есть ты, когда умирает какой-то знающий человек, ты радуешься очень сильно. Когда умирает какой-то, да, праведный раб, который много поклоняется, это тебя как будто так сильно не волнует, спросили они шейтана. Он сказал, потому что тот, кто просто поклоняется Аллаху субхану ва тааля, то есть не обладатель знания, его праведность, она приносит пользу кому? Ему самому. Его поклонение это для него самого, это не приносит пользы остальным. Поэтому меня не волнует. Один умер, там 10 умерло таких. Меня это особо не волнует, и я этому особо не радуюсь. Но, когда умирает ученый, я этому радуюсь. Почему? Потому что смерть ученого означает, что прекратится влияние его на людей, облагораживающее влияние, он, который исправляет людей к лучшему. Поэтому радуюсь вот такой вот радостью большой. Потом он решил их испытать, и он сказал, идите вот к такому-то человеку, который является абидом, то есть поклоняется много, совершает обряды поклонения, который все время проводит время в поклонениях, ночью и днем, и скажите ему, задайте ему такой вопрос, может ли Аллах сделать все эти небеса и земли в одном яйце, поместить их в яйцо или нет? Задайте ему такой вопрос. И они пошли к этому человеку, праведному, который поклоняется, спросили его, как ты считаешь, вот, может быть так, что Аллах субхану ва тааля все эти небеса и земли поместит в яйцо или нет? Не задумываясь, этот человек ответил, нет, не может. Аллах не может этого никогда. Почему? Потому что яйцо, оно по сравнению с небесами и землей, оно маленькое такое. А небеса и земля, великие творения Аллаха субхану ва тааля. Он ответил так, посмотрите, то есть он отверг что? По незнанию своему могущество Аллаха субхану ва тааля, кудратуллах. Потом они пошли к знающему человеку, к ученому, и сказали, может ли Аллах поместить небеса и земли в яйцо? И он сказал, да, если он захочет этого. Ибо он, если захочет что-то, то говорит этому кун фаякун. Будь, и оно бывает. И тогда шейтан сказал им, вот посмотрите, на этого и на этого. Хорошо? Как бы то ни было, вот эти слова «аля кулли шейин кадир», над всякой вещью мощен, они очень важные здесь.
Хорошо, вот это вот добавление, это замечание здесь очень важно, аля кулли шейин кадир. Еще с какой точки зрения важно, внимательно. Что касается знания Аллаха Субхану ва Тааля, то знание Аллаха Субхану ва Тааля, оно касается, связано как с вещами, которые непременно сущи. Непременно сущи. С вещами, то есть это называется по-арабски аль-ваджиб, непременно сущие вещи. Связано знание Аллаха Субхану ва Тааля с невозможным абсурдным, с абсурдно невозможным. Хорошо? И связано знание с возможным. Это что касается атрибута знания. Понятно? Например, Аллах Субхану ва Тааля знает, что нет истинного Бога кроме Него. Это знание о чем? О непременно обязательном, непременно сущем. Да, божественность Аллаха Субхану ва Тааля. Дальше Аллах Субхану ва Тааля знает, что если бы наряду с Ним существовали другие истинные божества, то тогда небеса и земля пришли бы в расстройство. Это знание о чем? О том, что абсолютно невозможно существование каких-то иных божеств наряду с Аллахом Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля знает о вещах возможных, то есть которые могут быть, а могут что не быть. Мумкинат называется по-арабски. Так, три вещи. Ваджиб, мустахиль и мумкин. Со всеми этими вещами, что связано знание Аллаха Субхану ва Тааля. С тремя вещами. Ваджиб, мумкин и мустахиль. Что касается могущества Аллаха Субхану ва Тааля, то оно связано с вещами какими? Ваджиб и мумкин. То есть с вещами непременно сущими и возможными. Но не связано могущество Аллаха Субхану ва Тааля с вещами абсурдно невозможными. Хорошо? Точнее, даже абсурдно невозможно не называется по-арабски вещью, не называется шей, потому что оно абсурдно невозможно. Поэтому не называется шей. Понятно? Потому и сказано «аля кулли шейин кадир». Над каждой вещью мощен, на каждую вещь способен. Вещь, то есть то, что является возможным, и то, что или является обязательно сущим, но не относится к чему? К абсурдному невозможному. К абсурдно невозможному. Потому что это и не шей вовсе. Поэтому кудра не связана с этим, потому что лейса бишей это ничто. Хорошо? Это ничто вообще. Это ничто. Джалялуддин ас-Суюти, вы знаете, есть такой. Был ученый, у которого есть тафсир. Так вот, он, когда дает тафсир суры Аль-Маида, а именно слова Аллаха Субхану ва Тааля «Лилляхи мульку самавати валь арды ва ма фихин» Аллаху принадлежит власть над небесами и землей и тем, что в них «Ва гуа аля кулли шейин кадир» Он над каждой вещью мощен. Он говорит здесь «Хассаль аклю зату», но разум исключает саму сущность Аллаха Субхану ва Тааля, то есть самого Аллаха. «Аля кулли шейин кадир» над каждой вещью мощен, кроме, говорит он, разум исключает, что саму сущность Аллаха Субхану ва Тааля. Уляма порицают, высказали порицания Джалялуддину Суюти за эти слова. Хорошо? Эти слова, они являются ошибкой. Являются ошибкой. Да, понятно, что Суюти имел в виду, что что-то благой смысл. Но само высказывание, само выражение, оно что является неправильным. Оно является опасным. То есть, что он имел в виду? Он имел в виду, что Аллах Субхану ва Тааля, могущество его не связано с тем, что, например, сделать несуществующим самого себя. Он это имел в виду. То есть, он имел в виду, что вещи, которые являются абсурдными. Некоторые вещи, говорят, какие-то абсурдные вещи, и говорят, способен Аллах на это. Мы говорим, что могущество Аллаха Субхану ва Тааля не связано с вещами абсурдными. Некоторые говорят какой-то абсурд, и потом говорят, Аллах способен на это или нет. Аллах Субхану ва Тааля выше этого. Аллах Субхану ва Тааля, его могущество не связано с вещами абсурдными. Понятно? Аллах Субхану ва Тааля выше этого. Он имел в виду это. Он имел в виду это, что если кто-то скажет, Аллах всемогущий, а может ли Аллах Субхану ва Тааля сделать так, что его самого не будет, он имел в виду это, кроме самой его сущности. Но выражение это неправильное, опасное. Почему? Потому что отсюда могут заблудшие сделать какой вывод? Что Аллах Субхану ва Тааля не способен на атрибуты действия. Аллах Субхану ва Тааля
совершил истива на престол. Аллах Субхану Тааля не сходит на ближайшее небо. Аллах Субхану Тааля придет в судный день для того, чтобы вершить суд над рабами. Это атрибуты Его. Хорошо? Аллах Субхану Тааля делает это сам. И если сказать так, кроме Его самого, то тогда кто-то может это взять слова как основание для чего? Чтобы отрицать действия Аллаха Субхану Тааля. И атрибуты действия Аллаха Субхану Тааля. То есть аляфаль ихтияри, то есть те действия, которые Аллах Субхану Тааля осуществляет по своему желанию, когда захочет. Кому-то это выражение может что внушить мысль, что такую, или заставить его думать, что значит Аллах Субхану Тааля не способен на это. Итак, могущество Аллаха Субхану Тааля безгранично. Аллах Субхану Тааля кулли шейин кадир, Он всемогущий. Если Аллах Субхану Тааля захочет уничтожить все эти миры, обратить их в небытие, сможет Аллах Субхану Тааля, может делать это. Аллах Субхану Тааля захочет воскресить всех, кто умер от первого человека до последнего, Аллах Субхану Тааля сделать это может в один миг. Поэтому сказано в Коране, в суре Аль-Камар, «Вама амруна илля вахида, калямхин биль басар». И воля наша, она осуществляется сразу, как лямхин биль басар, как мгновение ока сказано. Мгновение ока. Аллах Субхану Тааля достаточно сказать «будь», и это бывает. Сказано «Фаиннама хия заджрату вахида, фаидахум биссахира». И поистине это один крик, и вот они все уже воскрешены. В один миг все эти люди, которые умерли, представьте, сколько тысяч лет назад. В судный день Аллах Субхану Тааля, по воле Его, все они сразу в один миг воскреснут и восстанут, Субханаллах. Если вот так вот все люди соберутся и попытаются поднимать из могил, кто где там лежит, смогут они не смогут это сделать. Аллах Субхану Тааля это в один миг поднимет всех. Сказано «Инканат илля сайхата вахида». Поистине это сайха вахида, то есть один крик «Фаидахум джами'ун ладейна мухдарун». И вот все они пред нами предстали. Аллах собрал их всех для расчета. Итак, Аллах Субхану Тааля могущество его безграничное. Поэтому, если есть у тебя какая-то нужда, ни в коем случае не смей думать, что Аллах Субхану Тааля не способен тебе помочь. Не ограничивай ни в коем случае могущество Аллаха Субхану Тааля. Есть у тебя какая-то тягота. Кто позволил, чтобы эта тягота была у тебя? Он, который способен снять эту тяготу. Произошло у тебя какая-то беда, связанная с имуществом твоим, потеря какая-то имущественная. Хорошо. Проси Аллаха Субхану Тааля, тот, кто дал тебе это имущество, может дать тебе вновь это имущество. Ни в коем случае не сомневайся в могуществе Аллаха Субхану Тааля. Тут еще одна оговорка. Некоторые люди употребляют такую фразу «Вагуа аля ма яшау кадир». Аллах способен на то, что хочет, что желает. Эту фразу не следует употреблять. Хорошо? Эта фраза, она может привести к различного рода неправильным пониманиям. Во-первых, Аллах Субхану Тааля не употребляет такую фразу «Вагуа аля ма яшау кадир». Он способен на то, что он хочет, не употребляет, что он желает. В Коране, как сказано и в Сунне, «Вагуа аля кулли шейин кадир». Он над всем мощен. Не сказано «аля ма яшау». Хорошо? А во-вторых, что? Во-вторых, это дает, опять же, открывает дверь для мутазилитов и им подобных заблудших, которые скажут, Аллах не хочет, чтобы неверные стали на прямой путь, значит, Аллах и не способен это сделать. Хорошо? Или скажут они, Аллах Субхану Тааля не захотел, чтобы наставились, например, кто-то, уверовали, значит, Аллах Субхану Тааля не способен. Или они скажут, как они говорят, мутазилиты, действия рабов, они не подвластны воле Аллаха Субхану Тааля. А раз они не подвластны воле Аллаха Субхану Тааля, эта фраза им даст что? Основание сказать, и значит, Аллах Субхану Тааля и не способен. Ля якдиру аля афали либад, то есть не имеет могущества над действиями рабов. Вот такие просто выводы выходят из этой фразы. Во-первых, эта фраза Аллах Субхану Тааля не употребляет. Хорошо, Аллах Субхану Тааля не говорит таким образом, не высказывает таким образом. Пророк в Сунне. А сказано «Аля кулли шейин кадир». А во-вторых, она приводит вот таким вот ошибочным пониманием, такому ошибочному пониманию. Дальше сказано «Ман калаха ашра маррат». Кто скажет эти слова 10 раз, будет подобен тому, кто освободил 4 рабов из числа потомков Исмаиля.
освободил от рабства. Сказано 4 рабов из числа сынов Исмаиля. Почему именно сыны Исмаиля? Сыны Исмаиля, арабы пошли от Исмаиля. Потомки Исмаиля, алейхиссалам, Исмаиль это сын Ибраима. Потомки Исмаиля это арабы, пророк, алейхиссалам, он потомок Исмаиля, и арабы потомки Исмаиля. Потомки Исмаиля и арабы, они имеют превосходство над другими людьми. Так захотел Аллах Субхану ва Тааля. Так захотел Аллах Субхану ва Тааля. Аллах сам знает лучше, куда помещать свое послание, куда направлять свое послание. Аллах Субхану ва Тааля направил свое послание и сделал свое послание из числа арабов. Аллах Субхану ва Тааля возложил это первоначально на кого распространение этого призыва, этой религии, на арабов. Через кого пришла эта религия к людям? К сожалению, многие люди начинают плохо относятся к арабам, поносят арабов, хорошо, но не понимают одного, что Аллах Субхану ва Тааля, как сказано в аяте «Аллаху а'ляму хайсу яджалу рисалату». Аллах лучше знает, куда направить свое послание, в чью среду поместить его. Аллах Субхану ва Тааля направил его к арабам, и через них пришла эта религия, была распространена. Поэтому хотя бы то, что этот Коран не спослан на языке арабов, хотя бы то, что арабы по природе своей говорили, что на арабском языке, на котором не спослано Писание, это уже указывает на их превосходство. Этот язык лучший язык, значит, те, которые по природе своей говорят на этом языке, что они тоже относятся, являются лучшими из людей. Но тут некоторые начинают возмущаться и говорить, что же это значит, что любой араб лучше, чем любой не араб. Нет. Это не это значит. Арабы в целом как вид людей, хорошо, как группа людей, как вид людей, они лучше, чем другие виды людей. Но это не значит, что любой араб лучше любого не араба. Среди не арабов может быть те, кто гораздо лучше многих из арабов. Более праведные, более знающие, более богобоязненные. Но в целом как вид арабы лучше. Хорошо? Это правильное убеждение. Некоторые как-то, когда они слышат это вызывает какое-то негодование или какое-то сомнение. И они говорят, разве не сказано, нет превосходства арабов перед неарабами? Да, нет превосходства в правах и обязанностях. Араб-мусульмане, араб не мусульмане, такие же у них обязанности, такие же права. Никто не имеет права никого унижать из-за его национальности, принадлежности к той или иной группе. Но мы говорим в целом, как вид, что этот вид лучше. Какие выводы из этого хадиса? Ну, во-первых, это превосходство зикра, то есть поминание Аллаха Субхану ва Тааля, в частности, превосходство такого зикра, как «Ля иляха илляллаху вахдаху ла шарика лах, лахул мульк ва лахул хамду, ва хуа аля кулли шейин кадир». Дальше, обратите внимание, что здесь нет добавления, которое есть в других риваятах «юхи ва юмит». Он оживляет и умерщвляет. Да, «юхи ва юмит» это говорится тогда, когда зикр делается после магриба, хорошо? 10 раз, хорошо, когда говорятся эти слова. Там есть юхи ва юмит. Здесь что? Здесь нет юхи ва юмит. Дальше, какой еще вот из этого хадиса? Этот хадис указывает нам на такой важнейший постулат убеждений исламских, убеждений ислама, то, что Аллах Субхану ва Тааля, Он есть единственный достопоклоняемый Бог. То есть единственность Аллаха в достопоклоняемости, в божественности, в улуия. Откуда мы взяли этот вывод? Из слов «Ля иляха илляллах». Нет истинного Бога, кроме Аллаха. Аллах, другой вывод, Аллах единственный властелин. Откуда мы взяли этот вывод? Лахуль мульк, Ему принадлежит вся власть. Аллах, Ему принадлежит вся хвала. Аллах Субхану ва Тааля единственный в обладании, в праве на абсолютную похвалу. Аль-хамд. Откуда мы взяли? Лахуль хамд. Дальше, другой вот из этого хадиса, что в вещах важных, когда ты говоришь о чем-то важном, следует подтверждать свои слова еще раз. Когда ты сказал о чем-то важном, подтвердить свои слова. Откуда мы взяли этот вывод? «Ля иляха илляллах». Нет истинного божества, кроме Аллаха. Эти слова включают в себя что? Отрицание наличия каких-то истинных божеств, кроме Аллаха. Хорошо, и утверждение того, что истинный Бог только Аллах. А дальше сказано «вахдаху», единственный истинный Бог. Опять что подтверждение, которое есть в словах «ля иляха илляллах». «Ля шарика лах», нет у него сотоварищей. Подтверждение каких слов? «Ля иляха», то есть «ля иляха хак», нет истинного Бога, илляллах. Понятно? Когда говоришь о чем-то важном, подтвердить свои слова, это очень важно и очень полезно. Другой вот из этого хадиса,
что Аллах Субхану ва Тааля принадлежит абсолютное владычество и власть. Никто не может возразить Аллаху Субхану ва Тааля, никто не может соперничать с Аллахом Субхану ва Тааля. Поэтому, посмотрите, предшественники некоторые даже считали грехом для себя сказать такие слова. Если бы Аллах не спаслал дождь, то это было бы полезнее для людей и лучше. Казалось бы, слова, казалось бы, кому-то безобидные слова. Если бы Аллах не спаслал дождь, то это было бы полезней для людей. Они считали для себя грехом произносить такие слова. То есть видели в этом какое-то возражение или сопротивление власти Аллаха Субхану ва Тааля. Все, что происходит на небесах и на земле, из хорошего или из плохого, все это по соизволению Аллаха. И все это во власти Аллаха Субхану ва Тааля. Ему принадлежит безгранично власть в мироздании. Другой вот из этого хадиса, что Аллаху Субхану ва Тааля принадлежит аль-хамдуль мутлак, то есть абсолютная хвала. Что это значит? Абсолютная достохвальность, абсолютная хвала. Что это значит? Аль-хамд, что это такое? Аль-хамд, хвала. Но что это значит? Это значит похвала за совершенство Аллаха в Его атрибутах и за Его милость. Хорошо? Аллаха хвалят за атрибутов, за Его совершенство и за совершенство Его ихсана, то есть благодеяния, благости, милости, которые находятся. Вот что такое аль-хамд. А шукр – это высказывание хвалебное об Аллахе Субхану ва Тааля, связанное с чем? С Его милостями. Аль-хамд – это что? Связано как с милостями Аллаха, так и с Его атрибутами совершенными. Другой вот из этого хадиса – это абсолютная худра, то есть могущество Аллаха Субхану ва Тааля. Из каких слов мы это берем? Из слов «Ва аля кулли шайин кадир». Дальше следующий вывод из этого хадиса, братья, то, что учитывается число. В обрядах поклонения учитывается определенное число. То есть какая-то награда за обряды поклонения или принятие Аллахом тех или иных обрядов поклонения связано зачастую с чем? С каким-то количеством, в котором совершаются эти обряды поклонения. В частности, здесь сколько сказано? 10 раз сказать это. Иногда бывает число 5, иногда бывает число 3. Очень часто бывает число какое? 7. Хорошо. 3, 5, очень часто бывает число 7. Знаем ли мы мудрость этого? Почему 5? Почему 10? Почему 7? Нет. Более того, доискиваться до этого тоже не следует. Многие люди начинают доискиваться и придумывать какие-то от себя значение вот этих чисел, этого количества, говорит 7 потому что, или 5 потому что, 10 потому что. И на самом деле их слова, это в итоге, то, что они произносят, это становится просто что самоуправством в религии. Говорят нечто, на что не имеют знания. Нам неизвестна мудрость этого. Аллах Субхану ва Тааля так установил, и мы должны делать это так, как сказал Аллах. Мудрость этого для нас известна одна. Это что? Поклонение Аллаху Субхану ва Тааля. Аллах так установил, для поклонения Ему, этот вид, так, в таком количестве совершается, это мудрость для нас. Хорошо? То есть эти числа для нас, они не связаны с какими-то объяснениями, а как это называется? Та'абудия. То есть это установлено поклонение. Цель его поклонения Аллаху таким образом. Почему 5 намазов в день? Почему намазы Дугар, Аср или Иша состоят из 4 ракатов, а не из 5? Так установил Аллах Субхану ва Тааля, и это мудрость. Следующий момент очень важен. Подряд ли произносить слова вот эти «Ля иляха илля вахдаху ла шарика лах, лахул мульку ва лахул хамду ва ала кулли шайин кадир» подряд 10 раз, не прерываясь? Или можно сказать 1 раз, потом через какое-то время 2 раз, потом еще через какое-то время 3 раз, или нет? Правильно на самом деле, что нет разницы, произнесешь ли ты их подряд, или ты произнесешь их с каким-то перерывом. Сейчас произнес, потом через час еще раз произнес, через полчаса еще раз произнес. В результате ты произнес за день 10 раз «Ля иляха илля вахдаху ла шарика лах» и до конца этого зикра. Почему? Почему мы это говорим? Есть очень важное правило
Очень важное правило, которое принесет пользу вам, если вы запомните это, что аль-мутлак ебка аля итлякихи, то есть что-то, что сказано в аятах или в хадисах без ограничения, оно и остается без ограничения, пока не будет какого-то довода, указывающего, что на ограничение, на какую-то оговорку, на какое-то условие здесь. Аль-мутлак ебка аля итлякихи. Приведем пример. Для тех, кто уже совершал хадж, пример будет особо понятен. فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِّ. А кто совершает, сказано, умру и хадж в одном путешествии, это хадж таматту, то он должен зарезать, что может, из жертвенного животного. Дальше сказано, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُ. А кто не нашел животное, чтобы зарезать, не может, то 3 дня поста, пока он будет в хадже, и 7, когда вернется домой. 7, когда вернетесь. Означает это, что подряд надо 3 дня поститься? Нет, почему? Потому что Аллах Субхану ва Тааля не ограничил здесь это. Здесь итлах, без ограничения сказано. Поэтому ограничивать нельзя сказать подряд поститесь. Если человек приехал в хадж, первый день, например, пропастился, потом через 4 дня пропастился еще раз, потом еще через 4 дня еще раз, все. То же самое эти 7 дней, когда он вернулся домой. Если он будет в начале каждой недели по одному разу поститься, и так 7 недель будет поститься, то же самое. То, что не ограничил Аллах Субхану ва Тааля, нельзя ограничивать, иначе как что на основании довода. Например, про зигар. Когда речь идет о зигаре, что такое зигар? Что такое зигар? Когда человек говорит своей жене, ты для меня как хребет моей матери. То есть, как мать для меня запретно, вступление с ней в интимную близость, так ты для меня как хребет моей матери. Это зигар. У зигара есть искупление. Аллах Субхану ва Тааля установил искупление. Что там сказано в искуплении? «Фасияму шахрейни мутатаби'ин». Поститься 2 месяца мутатаби'ин, подряд. Вот здесь Аллах Субхану ва Тааля установил. И вот здесь мы поэтому скажем, что нужно подряд. То же самое касается искупления клятвы. Подряд 3 дня. Да, в Коране сказано 3 дня. Сказано 3 дня, но в варианте чтения Ибн Мас'уда там есть что? «Саласата айяму татаби'a», 3 дня подряд сказано. В Кираате Ибн Мас'уда. Хорошо? Поэтому 3 дня подряд, если человек искупает клятву. А если нет таких ограничений, указаний, доводов, значит остается что? В неограниченной форме. Поэтому и здесь, если ты скажешь утром ля иляха илlallah вахдаху ла шарика лаху до конца зикра, потом скажешь в 11 часов, потом в 12 часов, потом в 3 часа и так далее, до вечера, то ты до 10 раз скажешь это, то ты получишь, иншаллах та'аля, эту награду. Потом вывод из этого хадиса, как мы сказали с вами, это превосходство арабов как вида. Если арабы являются лучшим из видов людей, то стало быть, что и язык их он лучший из языков. Достаточно того, что Аллах Субхану ва Тааля не спасал последнее писание свое на этом языке. Поэтому очень важно изучать арабский язык. Поэтому так побуждает ислам к изучению арабского языка. Поэтому так переживают ученые, люди знания, люди праведности, когда обладатели арабского языка, то есть те, которые являются арабами от рождения, не изучают свой язык глубоко и не знают его только на разговорном каком-то уровне, на уровне диалектов, но не знают настоящий арабский язык и пренебрегают этим, зато изучают английский язык, в совершенстве знают хорошо разные другие иностранные языки. Вот почему предшественники, вот почему сподвижники так переживали об арабском языке, о сохранении арабского языка. И Умар ибн аль-Хаттаб, он очень гневался, если видел, как кто-то начинал говорить не на арабском языке. Вдруг арабы начинают говорить не на арабском языке, он гневался и даже, говорят, наказывал за это, как сообщается в асарах, в преданиях от него. Удивляешься, как люди, которые являются арабами, знают арабский язык, пренебрегают своим языком, учат своих детей не то, что там говорить на другом языке. Они даже салам оставляют и начинают здороваться, что на других языках, бай-бай там и что-то еще, не давая салам, который установил Аллах Субхану ва Тааля. Это что касается данного хадиса. Ва саллаллаху салям аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи.